Димаевская музыкальная династия, которая с 1922 года. Эта фамилия предостерегает от недостойных поступков, потому что нам многое нельзя. В дом нашего отца и мамы приходили Махмуд Исамбаев, Абдулхамид Хамидов, драматург, Джамалдин Яндиев, Раиса Ахматова, поэтесса. Мы с младшим Омарбеком, братишкой, маме помогали ухаживать за столом. И мы невольно слушали мудрые слова этих людей. Мы с Омарбеком очень много из этих застолий почерпнули. Очень мудрого, очень хорошего. Никакой пошлости не было, никакой праздности не было. Вот. Эти люди сами по себе духовно глубокие, богатые, этим духовным богатством сполна делились и с нами. На улице Грибоедова, где мы жили, в 90-м году еще была такая табличка, мемориальная доска. Здесь жил и работал выдающийся музыкант, народный артист ЧССР Умар Димаев. К сожалению, эта табличка в 2002 году таинственно исчезла. Она медная была, но, может быть, кто-то на металл сдал. Но, я думаю, он небольшую сумму этим выручил, но ущерб он духовно нанес большой. Старших братьев уже нет. Саид, он был как бы академический композитор, классик, классическую музыку, симфоническую музыку. Он ученик Арама Ильича Хачатуряна, профессора Московской консерватории, хотя учился в Гнесинском институте. А мы с Омарбеком, мы музыкальную школу закончили, музыкальное училище Грозинское, дальше уже в консерваторию, где Омарбек был первым пианистом из чеченцев. В те времена, когда мы начинали свою творческую деятельность, не было интернета, было телевидение, радио и уличная реклама. Тогда мы давали концерты по всей республике. Больше 300 населенных пунктов было в Чечне и Ингушетии еще. И мы за год старались охватить всю республику с концертами и по Ингушетии, и по Чечне. Группа «Зама» — это наше детище, мое и моих коллег. Мечтали, я Марьям говорил, Ташаева, Марьям, да, мы когда-нибудь в Сан-Ремо доберемся, и оттуда мы с группой «Зама» и с тобой скажем: «Ассаламу алейкум, земляне! Вам мерза маршал, салам маршал от войнахов». Вот, наконец-таки, мы можем вам подарить наше искусство и культуру нашего народа. Война помешала многим нашим планам. Всевышний за какие-то поступки наши дал нам еще одно испытание. Тамара Дадашева, я, Марьям Сулейман, мы всегда работали за идею. Нас призывать к патриотизму не надо было. Мы с тех пор на лучшее лицо, имидж народа работали. Глядя на разбитый Грозный, когда я вернулся после Первой войны, я вспомнил разрушенный Сталинград, разрушенный Дрезден, защемило в груди. Надо было что-то делать так, чтобы не падать духом. В Москве несколько альбомов я написал, песни, которые стали любимыми народом. Большой концерт такой, я сольный давно не давал. Мы это постараемся компенсировать. Я думаю, что откроется занавес, и наше общение вновь продолжится. Мне предстоит нелегкий экзамен, вернуться домой, зажечь и мою свечу искусства. Через культуру я хочу воссоздать достойный, необычный, красивый для меня образ моего народа. Правда, для этого надо потрудиться. Еще не было ни одного концерта, перед которым я не волновался. Сцена для меня – это место, где ты как на рентгене прозрачен. Люди в зале далеко не глупые. Они чувствуют, что со сцены идет искренность. Контингент, который придет на наш концерт, это тот контингент, который помнит еще те наши страницы искусства, культуры,
которые ведут к старшим нашим коллегам Махмуду Исамбаеву, Умару Димаеву и многих других наших корифеев искусства. Это место, где моя душа чувствует себя как дома. И здания, которые остались, они как памятники той эпохи, гложат мое сердце и дают тепло. А сегодня, когда я вижу, значит, красивые дома новые, тоже сердце радуется, что город восстанавливается, он созидается, город растет. Мы о такой филармонии в наше время не мечтали, чтобы все так жили, я говорю. Сегодня я вижу в Грозном строящиеся здания, дома, улыбки жителей. Ну как это может не радовать? Конечно, радует. Это все равно уже современный, но мой родной и любимый Грозный. Как его можно не любить?